Здравствуйте, с вами «Акцент». 31 августа по всей России отмечается День ветеринарного работника. И сегодня у нас в гостях Василий Бураев, руководитель Департамента ветеринарии Республики. Василий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Иванович, расскажите, пожалуйста, о нововведениях в системе ветеринарной продукции. Перечень поднадзорных продукций, которые должно именно сопровождаться ветеринарно-сопроводительных документов, утверждено приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации под номером 589. Весь перечень там указан. Вы можете посмотреть его на нашем сайте департамента и на сайте Россельхознадзора. Если рассказать о нововведениях, раньше мы выписывали ветеринарно-сопроводительный документ на молочную продукцию, в том числе и сливки сырые. Сейчас, с 1 июля 2019 года, мы уже начали записывать ветеринарно-сопроводительным документом все молочные продукции промышленного и непромышленного производства, в том числе мясо, рыбу, рыбную продукцию. А с 1 ноября полностью вся консервация, вся молочная, кисломолочная продукция промышленного, непромышленного производства будут уже осуществляться ветеринарно-сопроводительным документом. Василий Иванович, скоро в Якутии начинается сезон забоя скота. Вот что следует знать простому покупателю, приобретающему мясную продукцию? Я начну со статистики. У нас по республике, по нашим данным, специализированных убойных пунктов по республике всего 15 и 8 убойных пунктов в хозяйствующих субъектов. Так как технический регламент у нас указывает на то, что корова должна забиваться в специализированном убойном пункте, у нас, как вы понимаете, как сказал, у нас не хватает убойных пунктов. Нами направлены рекомендательные письма управлением ветеринарии по подворному убою скота. Значит, по подворному убою скота должны проводиться предубойный осмотр, послеубойный осмотр в присутствии ветеринарного специалиста. После проведения убоя направляется материал для полных исследований, для полной ветеринарно-санитарной экспертизы. После ветеринарно-сопроводительной экспертизы получаем результат и уже, соответственно, направляем на реализацию. А вот какие сопроводительные документы должны быть у продавца? У продавца, каждый покупатель имеет право истребовать документы, ветеринарно-сопроводительный документ. Мясо должно сопровождаться обязательно ветеринарно-сопроводительным документом. Сейчас электронный ветеринарно-сопроводительный документ, то есть у них должны быть копии этих ветеринарно-сопроводительных документов или номер. Еще мясо обязательно должно быть клеймо. Клеймо должен совпадать с номером МВСД обязательно. Если на мясе есть все те документы, которые я ранее озвучил, то мясо уже безопасное. А если мясо без сопроводительного ветеринарного документа, без лабораторных исследований, мясо уже неизвестного происхождения. Значит, это может быть мясо заболевшего иных заболеваний, как инфекционные заболевания, падежа разные. Поэтому советую именно требовать у продавцов ветеринарно-сопроводительный документ и приобретать мясо специально отведенных на это место. Василий Иванович, а вот как регулировать количество частных лиц, которые не регистрируют мясо и продают, допустим, на улицах? Да, у нас совместно с администрацией города Якутска, административной комиссией и с прокуратурой, Россельхознадзором регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных таких точек торговли мяса. Василий Иванович, мы знаем, что время не стоит на месте, и сегодня мы уже говорим о федеральной системе «Меркурий». Расскажите подробнее про эту систему. Данная система разработана Россельхознадзором, утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Данная система работает у нас с 1 июля 2018 года. Уже мы, как 2 года уже работаем по этой системе. У нас по республике логин и пароль хозяйственных субъектов получили 98%, из них 15% юридические лица и 20% индивидуальные предприниматели, остальные все личные подсобные хозяйства. Обучение прошли по системе «Меркурий» порядка 78% хозяйственных субъектов. Мы еженедельно, ежемесячно проводим обучение по поступлению заявок в департаменте ветеринарии. И у нас во всех подведомственных учреждениях тоже проводится обучение по работе в системе «Меркурий».
Система позволяет прослеживать все циклы производства от личного подсобного хозяйства до прилавка магазина. Она минимизирует именно работу ветеринарных работников и клиентов. Раньше мы выписывали на бумажном бланке, надо было подойти в ветеринарный участок, и там заполняется, были там ошибки разные. Сейчас система этого не позволяет, потому что шаблонно, если вводим с ошибками, она сразу же исключает ошибки. Эта практика у нас проходит достаточно хорошо в республике. Мы ежемесячно на уровне заместителя председателя проводим видеоконференц-связь с главами районов. Василий Иванович, поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо за интересную беседу. А с вами был «Акцент». До новых встреч.